Приветствую всех, в эфире Арча Медиа. С вами я, Кассиет Мамырбаев, и наш сегодняшний гость, адвокат Перизат Сурановой, Джаныш Бараков. Здравствуйте, Джаныш. Здравствуйте. Давайте перейдем сразу к первому вопросу, как состояние Перизат и вообще, что предпринимается, чтобы в целом, не знаю, узнать о ее здоровье, вообще как продвигается ее лечение, если оно есть. Как мы знаем, после продления 13 числа Твермайским районным судом, следственным судьей Ибраимовым, нам продлили следствие на 2 месяца, а также меры пресечения в виде заключения под стражей до 20 февраля 2023 года. Вот. В связи с этим моя подзащитная Суранова Перизат Юлдашевна объявила голодовку из-за того, что постановление необоснованное, продление меры, а также продление следствия незаконно не обосновано. И этим она 14 числа, получается, на следующий день, заявила начальнику СИЗО, в канцелярии точнее, заявила о том, что она объявила голодовку. Вот. 15 числа я встречался с ней в СИЗО. Она, вот именно 15 числа, 15 в пятницу это было, извиняюсь, я последний раз с ней виделся. Она мне тогда сказала, что у нее уже состояние ухудшается, появляется слабость, температура постоянно 37-37,5, ознобы, вот, со зрением плохо у нее, вот, уже сразу это здоровье влияет на зрение тоже сразу. И у нее первый день она воду, кроме еды, то есть еду полностью она исключила, но воду она принимала. Но, как мне сказали, мы, получается, в субботу вместе с омбудсменом были возле СИЗО, это было где-то вечером 8-9, вот, как я помню. Меня не пустили, то есть информация, сказали то, что Перизат Юлдашевна уже стало действительно очень плохо. Вот, мы приехали с омбудсменом туда в СИЗО вечером. Меня не пустили как адвоката, но омбудсмена пустили все-таки. Вот. И, к сожалению, я не смог зайти, мне пришлось уехать. Но, как я узнал, состояние Перизат Юлдашевны уже было в критичном состоянии, то есть ей очень-очень было плохо. Вот. А омбудсмен, они добились того, чтобы приехала 103 скорая помощь. Вот. Они приехали, осмотрели мою подзащитную Сурану Перизат Юлдашевну, но почему-то мне непонятным этим они то есть Суранова просила, а также омбудсмен, чтобы ее госпитализировали в госучреждение медицинское, но скорая помощь почему-то отказали они, ссылаясь на то, что состояние здоровья Перизат Юлдашевны не такое критичное, и ссылаясь на какой-то приказ, а также ссылаясь на положение правительства о том, что есть положение, перечень заболеваний, при которых надо госпитализировать подозреваемых, обвиняемых, и под это положение как бы в ее состояние не подпадает. Вот. Я сегодня заходил в СИЗО, написал требования, чтобы мне разрешили вывести ее в следственный кабинет, встретиться с ней в следственном кабинете. Там в следственном кабинете я ждал Суранову около минут 15-20, и там младший сержант-контролер пришел без моей подзащитной и просто ответил то, что она не сможет прийти в следственный кабинет ввиду того, что она себя очень плохо чувствует, слабость, и я начал у него уточнять, то есть, как не может подойти, она в каком состоянии, то есть такие вопросы у меня появились, и я начал сразу задавать ему вот такие вопросы. Он сказал то, что она лежит
и просто физически встать не может, ходить. Также сказал контролер то, что рядом, которые сокамерницы хотели ей помочь выйти в следственный кабинет, но контролер отказал ввиду того, что я их не вызывал в следственный кабинет. Но сама Суранова Перизат Угдашалина физически из-за здоровья не смогла, из-за слабости не смогла явиться в следственный кабинет. Я сразу все это заактировал. Мы подписали, контролер был, начальник, я подписал и пригласил, я как раз в следственном кабинете был адвокат, коллега, находился рядом. Он подписал, заактировали то, что в следственный кабинет моя подзащитная не смогла явиться из-за состояния здоровья. Мгм. Вот сегодня мы видели кадры, как мама Перизат Сурановой, которая раньше не знала о ее состоянии, да, вроде сегодня узнала и поехала в СИЗО. Что насчет свиданий с родственниками? Они до сих пор запрещены или все-таки есть какая-то возможность? Да, в досудебном производстве свидание только разрешает вопрос о свидании следователям, либо руководителям следственной группы. Вот. И я, как вы помните, я писал ходатайство, чтобы Улан Джапеков разрешил встретиться моей подзащитной с матерью, но на мое ходатайство постановление было отказано. Вот. И я в этот раз сегодня, так как продлили на 2 месяца время следствия, я обратно ходатайствовал Джапеку, начальнику, руководителю следственной группы. Будем ждать теперь ответа в течение 3 суток. Мгм. Но Вот вы, первый раз был отказ. Мгм. Вот вы упомянули санкцию. Можете подробнее рассказать, когда будет суд, что вы будете требовать? В санкциях, мы все адвокаты уже написали апелляционные жалобы на постановление Следственного суда. И я думаю, в течение 10 суток, вообще по закону, должен быть процесс назначен в городском суде города Бишкек. Апелляционная жалоба должна быть рассмотрена в городском суде. Вот. Я лично буду требовать, чтобы отменили постановление и избрали меру пресечения в виде заключения домашнего ареста, потому что есть все возможности. У нее есть несовершеннолетние дети. Я в суде это постоянно утверждаю об этом. Родители постоянно у нее есть хронические заболевания у родителей. Также есть законом усматривается избрание, не связанное с лишением заключения под стражу, то есть в виде домашнего ареста. Также буду ссылаться на ее здоровье. Плюс к этому я на первой инстанции 13 числа, когда следователь просил у Следственного суда просил продления с меры пресечения, я допрашивал следователя на процессе. Были такие элементарные вопросы, знаете, я просто задавал такие вопросы, как сколько раз за 2 месяца нас вызывали в следственный орган, то есть в ВСО МВД. Следователь на этот вопрос не мог ответить четко. Он говорил 2-1, не уверен, не точно. Потому что нас ни разу не вызвали, и, видимо, он не был в курсах, не был готов. И постановление также я попросил у суда следователю дать замечание протокольное. Судья дал замечание на то, что постановление свое он даже полностью не прочел, а только просительную часть, где написано было, чтобы продлили до 20 февраля на 2 месяца. И то с ошибками постановление было написано, то есть там было написано в просительной части на 4 месяца продление. Хотя Уголовно-процессуальным кодексом усматривается только по 2 месяца, не более 1 года. Вот. И я именно эти моменты как раз у следователя уточнил, по каким экспертизам были назначены именно в отношении моей подзащитной. В постановлении было написано, что лингвистическое и техническое, а также было назначено, вот я сейчас вижу, политологическая экспертиза. Но я
задал конкретный вопрос, лингвистическая именно в какой части, то есть на какие аудиозаписи, на какие видеозаписи. Также следователь не смог ответить. Если техническая экспертиза, я спросил у следователя, на какие технические оборудования, то есть если на телефон, ноутбуки, может быть, тоже следователь от этого вопроса увернулся, таки четко он не смог ответить. Плюс к этому меня удивляет тот факт, что экспертизы только-только назначили, то есть уже второй месяц идет. Я думаю, правильно. Сначала следственные органы должны были назначить экспертизы, дождаться заключения экспертизы, а потом дать юридическую оценку. И на основании заключения, если есть состав в заключениях экспертиз, то уже привлекать в качестве подозреваемых и обвиняемых. А они как делают? Они закрыли в СИЗО, дали постановление о задержании, о привлечении в качестве подозреваемых, и теперь ждут экспертизы. То есть, если экспертиза, дадут заключение экспертизы, что там состава преступления нету, как они будут поступать, я не знаю, что они просто будут отменять свое постановление о задержании, о привлечении в качестве подозреваемых, это мне непонятно, как они будут действовать. Но, видимо, они уверены на 100%, что в заключениях экспертизы будут состав преступления. Меня удивляет этот факт, да? Вот. А какая-то независимая экспертиза будет проводиться? Вообще это предусматривается? Вообще, да. Но в досудебном производстве я не буду просить, чтобы назначали комплексную дополнительную экспертизу, какую-нибудь повторную комиссионную экспертизу, потому что, здесь мы, как понимаем, результата от экспертизы объективного характера никаких не будет. И из-за этого я думаю, только когда материалы уголовного дела поступят на первую инстанцию в суд, только тогда мы будем ходатайствовать, чтобы провели независимую экспертизу, либо комиссионную экспертизу. Ну, я только там буду ходатайствовать. Здесь, я думаю, смысла нет назначать повторные экспертизы. Джануш, у меня еще один вопрос. Вот несколько задержанных, они указывали на то, что вообще материалы уголовного дела, они поменялись, да, там слово «кемпирабад» вообще исключили, добавили совершенно какие-то другие формулировки. Можете чуть поподробнее объяснить вообще, что происходит и является ли это основанием для, например, не знаю, отвода следователей? Для отводов следователей, я думаю, оснований с первого момента задержания уже давно есть. Все основания для отводов следственной группы всех следователей. Но в части новых переквалифицированных этих статей, к сожалению, об этом я ничего не могу сказать, потому что в отношении моей подзащитной пока что не было никакой переквалификации. А формулировка, она осталась такая же? То есть изначально была по кемпирабаду, да, то есть они там хотели, а сейчас, как я слышала, это добавляется с целью захвата власти, то есть чуть-чуть трактовка меняется. Или... Да, я тоже согласен. Сейчас в начале, да, было по кемпирабаду массовое приготовление к массовым беспорядкам. Сейчас я тоже слышал то, что захват хотят, вот касательно захвата власти. Но, может быть, со стороны следствия меняет не из-за того, что есть состав преступления касательно захвата власти, из-за того, что массовые беспорядки, приготовления, они в этом плане проигрывают, потому что для приготовления к массовым беспорядкам, если мы будем разбирать по составам преступления, то должно быть место, время назначено, где будут они устраивать массовые беспорядки, а также орудия, то есть палки, гранаты, допустим, какие-то оружия. Всего этого у следствия нету.
даже назначенного места, где они будут проводить эти массовые беспорядки. Вот. Может быть, с этим они будут менять квалификацию из-за того, что они уже понимают, что дело, как говорится, в суде могут быстро, защита может поломать. Еще вопрос. Вот состояние Перизат Суранова, оно может повлиять на решение судей поменять меру пресечения? Потому что абсолютно все сообщают, что у нее очень тяжелое состояние, и как вы этого собираетесь добиваться? Это будут какие-то Вот касательно этого вопроса, я сегодня, когда был в СИЗО, я заходил к начальнику СИЗО и спрашивал о состоянии, спрашивал про вообще, как будут вообще действия со стороны СИЗО. Он позвонил при мне в санитарную часть, санчасть, поставил на громкую связь специально, чтобы я слышал все это. Там ему на его вопрос ответили то, что было создано круглый стол Минздрав совместно с Министерством юстиции. Вот. И они там будут привлекать независимых врачей, будут утверждать список этих врачей, и где-то около 8 врачей будут. И они будут в течение, там, я не знаю, по два будут заходить все и полностью будут обследовать. На мой вопрос, когда они уже будут утверждены списки, когда они будут заходить, начальник СИЗО сказал то, что либо завтра, либо послезавтра. По их рекомендации, по их заключению будут уже приниматься меры о госпитализации. Я тоже буду ждать заключения, потому что без заключения врачей, как бы, я тоже не могу ссылаться в апелляционном порядке, в городском суде. То есть обязательно нужно решение медицинской комиссии, да? Да. Последний вопрос. Вы, наверное, читали последнее интервью президента Садыра Джапарова, и там он напрямую как бы обвиняет, можно сказать, наших заключенных, да? Как вы смотрите на это со стороны адвоката? Вопрос хороший. Я читал интервью, и хотелось бы сказать то, что именно мера пресечения в виде заключения под стражу женщинам, так сказать, прекрасному нашему слабому полу, должно быть индивидуального характера. То есть совсем законодательным должно быть рассматриваться в Уголовно-процессуальном кодексе указанный индивидуальный характер, подход. Вот. То, что наш президент говорит, я читал, но я не совсем с ним согласен, хотя он сам когда-то видел эти места. Какого быть заключенным, сидеть в СИЗО, находиться в колониях, это очень-очень тяжело. И мы, как помним, в свое время тоже объявляли голодовку со стороны нынешних властей. Были такие моменты, когда объявляли голодовку, говорили о том, что действительно там тяжело. И выйти из таких мест, видеть это все как-то трудно, и просто забыть про эти места, тем более, когда там сидит женский пол, то есть нежный пол. Это, по мне, это неправильно, так я выражусь, наверное. Нарушает ли это презумпцию невиновности? Некоторые адвокаты говорят о том, что это грубо просто нарушают презумпцию невиновности, тем более как президент, гарант Конституции, да? Каково ваше мнение? Конечно, презумпция невиновности только окончательным вердиктом, решением суда, приговором, то есть обвинительным приговором, либо оправдательным приговором дается, то есть оценка. До вынесения приговора суда есть презумпция невиновности, то есть судом, если не доказано, человек не виновен. Вот, мы это прекрасно понимаем, все знаем. И мера пресечения на данный момент
не для этого, то есть используют меру. То есть мера должна быть, здесь идет механизм просто давления, так скажем, давление, подавление, вот и все. А не для того, чтобы пересечь какие-то преступления, давление на свидетелей, либо давление на следствие, нет, только механизм давления. Неправильно просто здесь используют меру пресечения, особенно в нашем случае, да. Спасибо большое, Джанеш, за ваше интервью. Было очень интересно узнать, и вообще мы все переживали за Перизат, да, вы немножко как бы нам дали информацию. Спасибо вам, хорошего вечера. С вами Спасибо был вам. адвокат Перизат Суранова и я, Кассиет Мамурбай. До скорых встреч.